Мадумаров Адамган Кимсамбаевичке берилет. Рахмат, Мадумаров, бүтүн Кыргызстан. Комитетке сурообу же демилгечилерге муну 6-беренесиндеги өзгөртүү Кыргыз Республикасында камсыздандыруу уюму акционердик коом таризинде гана же жабык ачык тибинде түзүлүшү жана иштеши мүмкүн дегенди түзүлүшү жана иштеши мүмкүн деп ошол эле кайтарылып атат. Бирок эмне үчүн мамлекет болсо камсыздандыруу корун түзүүгө мүмкүн эмес иштешке? Пайдамачылар жооп бергиле. Атахан Кимсамбаевич, мен укпай калдым. Кайтап коюңуз, кечириңиз. Муну 6-беренесинде дейм. Камсыздандыруу уюмдарынын уюштуруунун өзгөчөлүктөрү деген түшүнүктө Кыргыз Республикасында камсыздандыруу уюму акционердик коом түрүндө гана түзүлүшү мүмкүн, түзүлүшү иштеши мүмкүн дейт. Толук мамлекеттик түзүлүшү мүмкүн тыюу салынабы? Мен убактымды кетирбегиле, жигиттер, мен кайталап атам. Ким кой берип атат убактты? Дарышныке. Анан ошол түшүнүксүз болуп атат да, мамлекеттик иштете алабы ушуну камсыздандырууну деп. Дагы убакытты коюп атасыңар. Ким төрага карап койсоңузчу балдарга. Бизге туура эмес болуп калат кайра кайра. У нас государственная страховая компания есть. Аппарат вакыт боюнча карагыла. Суроonu түшүнбөй калдыңыз окшойт, а? Эмне кылыш керек? Атахан Кимсамбаевич, страховые акционерные компании, то, что в акционерной форме, для того, чтобы эта форма публичной компании была открытой. В отношении роли государства, у нас есть государственная страховая организация, 100% принадлежит, она может работать. Ограничений нету. Чектөөлөр жокпу? Ошол жөнүндө суроо болуп атат. Жок. Себеп мындай деп турат. Кыргыз Республикасында камсыздандыруу уюму акционердик коом түрүндө гана түзүлүшү жана иштеши мүмкүн. Гана деген сөз, точка деген сөз, башка болбойт деген сөз. Атахан Кимсамбаевич, по сути, акционерное общество, 100% акций владелец государства. Я экономист, финансист, я не юрист, наверное, я неправильно понял, но ограничения участия государства нету. Нет, у вас прямое ограничение, только в форме государственного платформы. Тогда мен орусча айтышка мажбур болом, убакытты кетирбейсиңер. Токтоткула убакытты ошол бойдон. Здесь ограничение жестко ставится. Исключительно. Если с кыргызского переводить на русский язык, то звучит гана деген сөз, түрүндө гана деген исключительно в виде акционерной формы деп турат. В другой форме запрещается. А почему государство не может создать государственную страховую компанию? Атахан Кимсамбаевич, государство может, и оно уже создало государственную страховую компанию. 100% акций этого акционерного. А тогда зачем эта статья? Эта статья не столько, чтобы ограничить роль государства, для того, чтобы сделать, что страховые компании формировались только в форме акционерного общества. Это форма публичная, статус. Все. Тогда, знаете, редакцию надо делать по-другому. Потому что наши уважаемые судьи по-разному будут толковать. Улам Мырза, сиз түшүнөсүз да? Вот двойного понимания категорически не должно быть в законе. Мы, по сути, запрещаем создать государственный. Вы говорите, есть государственные компании. И в то же время здесь говорим, что исключительно в виде акционерного общества могут создаваться. Тогда редакцию надо убрать. Атахан Кимсамбаевич, если вы разрешите, здесь ограничивается правовая форма акционерного общества, чтобы страховые компании, поскольку они работают с деньгами, скажем, населения, чтобы они не создавались в форме АСО,
чтобы они не создавали в форме ГП, а именно акционерное общество, потому что акционерное общество – это форма публичной компании, и в этих акционерных обществах корпоративное управление, есть Хорошо. правление, есть совет директоров и другие внутренние контрольные органы. Хорошо, тогда я предлагаю следующую редакцию, да? Кыргыз Республикасында камсыздандыруу уюму мамлекеттик жана акционердик коом түрүндө гана түзүлүшү мүмкүн. Надо слово добавить мамлекеттик тогда. Улан Мырза, надо добавить слово, вы знаете, в Кыргызской Республике акционерные компании, страховые компании могут создаваться исключительно в государственном или в акционерной форме. Либо государственной, либо акционерной. Адахан Кимсанбаевич, я не юрист, я по сути понимаю, что форма есть акционерное общество, нету государственного акционерного общества. Есть акционерное общество, есть открытое, закрытое. У государства может быть 100% акций. Возможно, я не прав, мы с юристами еще раз посмотрим это дело. Я услышал вас. Потому что тогда я открою именно русскую редакцию. Я привык работать. Вот русская редакция. Страховая организация в Кыргызской Республике может создаваться и действовать только в форме акционерного общества. А куда денем государственное? Это государственная страховая компания работает в форме акционерного общества, 100% принадлежит государству. Понятия разные, Улан. Понятия разные. Я могу акции выпустить и создать акционерное общество. Но это не государственное же. Адахан Кимсанбаевич, я отвечаю еще раз, я не юрист, я принимаю обязательство еще раз провести консультации с юристами, в том числе, скажем, и в Финнадзоре, и в кабинете министров, и с аппаратом Джуркин. По сути, акционерное общество делается только, страховые компании только в форме акционеров, чтобы придать форму публичной компании. Публичная компания – это наличие внутренних контрольных органов корпоративного управления. Только это. Я понял, но я не могу, в смысле, дать согласие, потому что есть форма акционерного общества, нет формы государственного акционерного общества. Еще раз, я не прав, я не юрист просто. Ой, Митрос. Я 100% вас понимаю, вы меня не понимаете. Я говорю, давайте страховые компании, если в Кыргызской Республике будут учреждаться, мы должны оговорить, могут быть либо государственной компанией, либо акционерной компанией. Понимаете? Потому что несколько хозяйствующих субъектов могут объединиться и выпустить акции, они могут акционироваться и создать страховую компанию. Как ОСАГО, скажем. Адахан Кимсанбаевич, первое, я записал то, что вы сказали, я услышал беспокойство, поскольку я не юрист, я не могу подтвердить. Мое понимание базовое, скажем, как экономиста-финансиста и как круга Финнадзора, правовая форма создания предприятия и форма собственности, наверное, отличаются. Это первое. Второе, смысл, что вот эта форма, которая это не изменение. Түшүндүрө албай койдум. Мүмкүн чыгып сүйлөгөнгө мажбур болом, ошондо мүмкүн түшүнөрбүз. Биз түшүнө албай атабыз, экөөбүз эки башка сүйлөп атабыз да. Мамлекеттик дагы болушу мүмкүн. Тогда по-другому задам вопрос. Государство имеет создавать государственную страховую компанию? Имеет право создавать акционерная форма, 100% акций принадлежит государству. Безакционерная, просто как государственная страховая компания. Мы хотим, чтобы это было, мы ходатайствуем, сейчас позиция Кабинета министров, чтобы это было только в форме акционерных Почему? обществ. Потому что форма акционерных обществ – это публичная компания. Публичная компания, помимо того, что есть органы надзора, есть журналисты, есть эксперты, наличие корпоративного управления. Внутри появляются органы другие. Помимо управления разделение идет. Совет директоров, при совете директоров имеются другие органы. Отдел внутреннего аудита, отдел комплаенс, который будет следить. Только с этих целей, для того, чтобы придать страховым компаниям характер публичной компании. Хорошо. Это можно сделать только акционерное общество. Хорошо, тогда почему тогда текст не может быть вот так звучать? Государственные компании могут создаваться только в виде акционерного общества. Понимаете? Государственные компании. Я хочу добавить сюда все-таки государственное.
себеп мамлекет жоопкерчиликти алсын деп атабыз да. Мына жакында үйдү камсыздандырып баштайбыз. Автоунааларды камсыздандырабыз. Кимдир бирөөлөр өзүнүн баалуу буюмдарын камсыздандырат. Мамлекеттик жоопкерчилик деңгээлинде болуш керек деп атабыз да. Баягы шылуундар пайда болуп калып, пирамида түзүлбөсүн деген коркунучту айтып атам мен. Я разделяю ваше беспокойство, но тогда много придется менять. Это сделано, если аналогия, то, допустим, возьмите банки. Банки тоже только в форме акционерных обществ. У нас много государственных банков, о которых говорят. Тот же РСК, Л-банк. Они все в форме акционерных обществ, 100% лежит государству. То есть я здесь суть закона пытаюсь представить. Еще раз, я не юрист. Великолепно поняли друг друга. Давайте слово добавим государственные. Пускай существует этот как акционерное общество, но слово государственное. Государства могут учреждать страховую компанию. Государство обязано страховую компанию создавать. Уважаемые депутаты, уважаемый Адахан Кинсанбаевич, у меня не так много знаний юридических, но мне кажется, здесь форма общества и форма собственности немножко путаются. Акционерное общество может быть как частным, так и государственным. Так там может и государство, и частное присутствовать. Наверное, здесь точка зрения юристов требуется, потому что по смыслу, я не хочу, я уже в третий раз буду повторять, почему мы отстаиваем. Слово добавить нельзя. Нет, дело в том, что оно предполагает общее понятие. Рахмат. Предполагать можно все, что угодно. Қарап көрелі, құрметті коллега, себеп дегенде акционердік қоғамдар жөнінде мәселе болғанда, ал жерде мемлекет мындай доля түрінде қатышы ақысы бар да, долевое участие. Речь идет об долевом участии. Например, у нас много акционерных обществ, где имеется доля государства. Она считается в определенных процентах, в зависимости от вкладов. Если государство хочет доминировать в процентном отношении, то тогда она участвовать должен вливать дополнительные средства. А если нет, откуда, если финансовые средства были вложены из других источников, конечно, их доля в данном акционерном обществе будет расти. Поэтому, да, но запрещающие нормы касательно того, что государственные компании или акционерное общество должно быть исключительно частным, такого нету. Государство имеет право открывать и государственное акционерное общество, где да, со 100% долей. Поэтому запрещающей нормы там нету. Но к следующему чтению, может, на данный вопрос еще раз рассмотрим, и юристов мы хотим обратить внимание на этот вопрос. Давайте к следующему заседанию данный вопрос тоже проработаем. Рахмат.